Ну, давайте поговорим о свойствах эксцентриситета. Да. Я буду считать, что уравнение имеет канонический вид вот такой. То есть А — это вещественная полуось, а Б — это мнимая, да. Так, ну вот как устроено выражение для эксцентриситета. Вот так, да. Ну, теперь давайте попробуем порассуждаем. Вот я возьму очень вытянутый по горизонтали характеристический прямоугольник. Что такое выражение в числителе? Вот смотрите, здесь А, здесь Б, да. В теореме Пифагора длина гипотенузы, да. Ну, либо что то же самое длина диагонали. Вот это катет А. Вот, и при таком построении, да, что получается, у меня длина гипотенузы на самом деле мало отличается от длины катета, потому что треугольник очень сильно вытянутый, да. Это значит, что вот это отношение мало отличается от единицы. Вот какой ситуации отвечает значение эксцентриситета, близкое к единице, да. Теперь посмотрим, что произойдет, если я возьму и характеристический прямоугольник, да, вытяну по вертикали. Теперь уже вот это А, вот это Б, да. Вот, а вот это выражение в числителе, да, длина гипотенузы. И на этот раз длина гипотенузы во много раз превосходит длину катета А, да. То есть вот это выражение, оно на самом деле стремится к бесконечности. Вот. А как ведет себя сама кривая, да, при вот таких вот, при таком поведении эксцентриситета? То есть что мы сейчас выяснили? Эксцентриситет — это такая величина, которая для гиперболы, да, которая лежит в пределах от единицы до плюс бесконечности. Так, ну вот в этом случае, да, ветви гиперболы будут достаточно близко примыкать к вещественной оси. Вот, ну и чем уже вот этот прямоугольник, да, тем плотнее они будут примыкать к горизонтальной оси, и, соответственно, в пределе, да, когда этот прямоугольник вырождается в отрезок, там получится два луча, да, луч направо и луч налево. Вот, а что происходит в этом случае? Ну вот, когда эксцентриситет очень сильно увеличивается, да, в этом случае ветви гиперболы стремятся распрямиться, да, и занять положение двух прямых, которые перпендикулярны вещественной оси. Ну вот так вот эксцентриситет, да, влияет на форму гиперболы, да, от очень узкой до очень широкой.